Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Гюмнаек». Ее ведущий Эрмек Куренкеев. Сегодняшняя наша тема – инновационные методы диагностики и борьбы с туберкулезом в Кыргызстане. По предварительным данным Национального центра фтизиатрии за 2023 год в Кыргызстане наблюдается снижение заболеваемости туберкулеза по сравнению с предыдущими годами. Вот, например, в прошлом году было зарегистрировано 4170 случаев туберкулеза. За тот же период 2022 года было зарегистрировано 4568 случаев. Сегодняшние наши гости – страновой представитель организации KNCV-KG Бакыт Мырзалиев и директор организации KNCV-KG Муратбек Ахматов. Добрый вечер, уважаемые гости. Спасибо, что нашли время и пришли в нашу студию. Начнем с того, что как наша тема назначена, инновационные методы диагностики. Какие современные методы диагностики туберкулеза есть у нас в Кыргызстане? На сегодняшний день самые современные методы, которые были рекомендованы ВОЗ, в настоящее время представлены в нашей стране. Вот благодаря поддержке Министерства здравоохранения и Национального центра фтизиатрии внедряется самое последнее, слово в диагностике туберкулеза – это геномное секвенирование. У нас есть большой стационарный аппарат в Национальном центре фтизиатрии, в Национальной референс-лаборатории установлен, и который был при поддержке USAID установлен. И сейчас при поддержке нашего фонда KNCV, это Dream Fund, фонд мечты называется, это самое последнее поколение таргетного, это целевого геномного секвенирования, оно тоже тестируется, проходит валидацию на базе национальной референс-лаборатории. И мы это на туберкулез, и в ближайшее время мы начинаем работать с тестами на COVID. При этом эти тесты позволяют проводить тестирование любой инфекции, определить любой геном, включая геном человека. И для заболевания это очень важно, что мы с определением устойчивости. И как тест все в одном, мы говорим, и за короткий срок определяет очень хороший тест. Кроме того, это самое последнее слово в диагностике туберкулеза. Конечно, у нас есть и стационарные устойчивые системы, как Бектон-Диккенсон, которые для культивирования, это золотой стандарт в диагностике туберкулеза, для выращивания культуры микобактерий туберкулеза на жидких питательных средах. Также есть молекулярно-биологические методы, это GeneXpert, который платформа, около 30 платформ при поддержке и USAID, и Глобальный фонд, и другие доноры поддержали. 30 платформ во всех регионах страны установлены и проводят тестирование с определением устойчивости к рифампицину. Сейчас есть 10-цветные модули, они с определением устойчивости к фторхинолонам. Это самые последние препараты, которые, если к ним устойчивость есть, то это считается устойчивость к рифампицину и изониазиду, это уже сочетание как множественная лекарственная устойчивость. Устойчивость к фторхинолонам и бедокалину это уже как шелу и прешелу. И для этого уже есть новые подходы в лечении тоже в отношении БИПАЛ и БИПАЛ-М, тоже чем мы занимались в нашей стране. Кроме того, есть стандартные тесты, которые хотелось бы еще расширить использование. Это QuantiFERON Gold Plus тест, это для диагностики, раньше мы говорили латентный туберкулез, сейчас новое определение, туберкулезной инфекции мы говорим. Это QuantiFERON. Национальный центр фтизиатрии сейчас закупает за бюджетные средства. Хотелось бы больше увеличить объем этих тестов. Есть еще T-Spot тест, который тоже еще более эффективный, достоверный тест. Широко в нашей стране представлен туберкулиновый кожный тест. Вы все знаете, да? В детском садике детям всем почти делают. БЦЖ, да? Не, БЦЖ это вакцина, это вакцинация, это профилактическая мера. А туберкулин это как папула здесь на предплечье делается. И сейчас все еще широко используется. Хотелось бы более современные методы более широко использовать, но мы знаем, что уже частные медицинские центры тоже уже проводят тестирование на QuantiFEROновые тесты. И за бюджетные деньги тоже бесплатно это проводится Национальным центром фтизиатрии. Вот все вы перечисленные оборудования, тесты находятся в Бишкеке, да?
И в Бишкеке, и в регионах. регионах тоже, да. Если мы говорим про Бектон Диккенсон, для культивирования микобактерий туберкулеза и Люмину, они находятся в национальной референс-лаборатории, где наша заведующая лабораторией Мирим Садыкова, она занимается этим. Наши коллеги, Алтын Исакова, они как раз там работают именно с новым поколением целевого геномного секвенирования. И также и квантифероновые тесты в национальной референс-лаборатории тоже проводятся. GenExpert, все это представлено в НРЛ, но в регионах мы говорим, что там GenExpert представлен и больше. Где-то еще микроскопия, где-то есть. Но как ВОЗ уже рекомендовал, молекулярно-биологический тест, это GenExpert, он является первым тестом для того, чтобы определить наличие микобактерий туберкулеза в мокроте. И он также позволяет определить сразу же в течение первых дней определить устойчивость к рифампицину. Как определяют туберкулез, например? По старым методам мокрота и так далее, да, или как? На самом деле это в основном собирают до сих пор мокроту, и мы говорим, что в мокроте мы определяем наличие микобактерий туберкулеза и культивируем. Палочки, да? Да, палочки микобактерий туберкулеза, это палочки Коха. И на сегодняшний день у нас есть, если мы говорим про диагностику активного туберкулеза, если про туберкулезную инфекцию, то это уже опять же квантиферон, T-спот тест и туберкулиновый тест. У меня вопрос к вам. Вы, наверное, ваша организация, делает регулярные мониторинги по туберкулезу. На сегодня в Кыргызстане действительно ли есть тенденция снижения заболеваемости? Да, я хотел бы сказать, да, действительно, у нас есть тенденция, чему мы рады, конечно, но впереди у нас стоит еще больше задать. Мы хотим не только уменьшить количество случаев туберкулеза в Кыргызстане среди нашего населения, но и ликвидировать туберкулез. Это глобальная программа, и мы стараемся внести свою лепту. В нашей организации работают достаточно квалифицированные сотрудники, чтобы помогать нашей стране и уменьшить и ликвидировать случаи туберкулеза. И у меня такой вопрос. Ваша организация называется KNCVKG. Да. Что за организация? Наша организация небольшая организация, мы организовали в 2019 году. Она состоит не только из высококвалифицированных специалистов, но и опытных. Наши специалисты, клиницисты, врачи, медсестры работали во многих международных организациях, и как в нашей стране, так и за рубежом. И они достигли, имея большой опыт, достигают хороших результатов. И нас хорошо знают наши коллеги по всей стране. Мы проводим работу, проводим тренинги, это значит повышаем потенциал. И самое главное, наша организация, миссия нашей организации – это внедрить инновации. Нас хорошо знают по внедрению новых препаратов с 2017 года. Мы еще в рамках проекта USAID работали, когда внедряли новые препараты, которые помогают сокращать срок лечения, помогают пациентам легче переносить это лечение, и чтобы они излечивались. И потом уже с 2021-го еще лучше режим внедряли для больных, у которых сейчас такой тренд есть лекарственная чувствительность препаратам, когда обычное лечение, старые препараты не давали высокую эффективность. И внедрение новых препаратов позволило не только сократить срок лечения, уменьшить количество препаратов и повысить эффективность, это значит большее количество излечивать. И мы сейчас можем говорить, что туберкулез хорошо излечивается, и если раньше вовремя выявлять, то эта болезнь излечима. И нас за это, в принципе, поддерживает. Болезнь, да. Она считалась социальной, мы и говорим социально, но могут заболеть каждый человек. И самое главное, надо знать, что оно лечится, и если вовремя диагностировать. Когда может идти речь о заболевании туберкулезом, каковы первичные типичные симптомы заболевания туберкулезом? Первичные симптомы – это может быть кашель, это может быть лихорадка, повышение температуры. Это сухой кашель, да, по-моему? Нет, он и сухой может быть, потом с мокротой будет. Мы считаем, раньше считалось больше 2 недель, сейчас мы говорим о любом кашле. Там много симптомов бывает, но 4-5 основных симптомов, которые могут позволить насторожиться и заподозрить, и начать исследование. Это кашель, понижение веса, ночная потливость, слабость, температура, да, но в то же время новые тенденции. Это уже сейчас говорит, и ВОЗ говорит, и другие ученые говорят, что есть случаи, когда симптомов очень мало, или даже бессимптомные бывают случаи, которые выявляются на профилактическом обследовании, и по обследованию другим заболеваниям. Такие тоже случаи есть. Это меняется, как говорим, палочка Коха была открыта в 1882 году, с тех пор она
каждые там десятилетия она меняет свои свойства, и поэтому, наверное, популяция у людей тоже она так проявляется. И этим она опасна и коварная становится. Да. А вот по сравнению с соседними странами, другими странами, у нас в Кыргызстане обстановка какая? Ну, в принципе, можно по большому сказать, это одинаковое. Но, с другой стороны, это не то, что мы хвалимся. Мы ведем хорошую работу. И вот то, что множество, вот, которое мой коллега говорил, мы много множеств внедряем. И внедряем, не будем говорить, что это мы хвалимся, но мы внедряем раньше. И их, по многим, и эффективнее стараемся, эффективно работать. Но мы не будем, нельзя говорить, что там хуже или как-то, но мы на хорошем счету у международных экспертов по проводимой работе, по внедрению именно инноваций для лечения, выявления, диагностики. У меня к вам вопрос. Вот один из ваших проектов – это совершенствование системы фармакологического надзора по туберкулезу в Кыргызстане. Да? Вот расскажите, пожалуйста, вот фармакологическое – это получается посредством лекарств, да? Да, это на самом деле, в чем это? Один из элементов фармаконадзора, активный, называется мониторинг нежелательных явлений. Почему это важно? Потому что препараты, как вы понимаете, токсичные, принимаются длительное время и, естественно, вызывают те или иные побочные явления. Есть гепатотоксичные, нефротоксичные эффекты. Полинейропатии возникает от высоких доз линизолида. Поэтому внедряем мы новые препараты, такие как Бипал и Бипал-М. Это было одно из основных условий – активный мониторинг нежелательных явлений. Почему? Потому что не все нежелательные явления еще выявлены. Потому что эффективность этого препарата доказана на глобальном уровне. Но, как вы знаете, вот если аспирин листок взять, да, много побочных эффектов. И если взять притамонид, то нежелательных явлений практически нету, не зафиксировано, потому что до настоящего времени это новый препарат, не исследовался. Но если пациент скажет, вот в вашем листе назначений не было того или иного нежелательного явления, а он может заявить об этом на международном уровне, и он выиграет это решением суда, выиграет это. Поэтому важно было, ВОЗ дал использовать этот препарат в рамках операционных исследований во всех странах. Он сказал, используйте, он эффективный препарат, но нам нужно рапортировать все нежелательные явления, которые были. И сколько это уже идет по времени? Подготовка страны к внедрению новых препаратов была в 2020 году началась, и в 2021 году мы уже получили первую партию препаратов бесплатно, 50. У нас в Кыргызстане. Наш Кыргызстан, да. И тогда Национальный центр фтизиатрии, Минздрав поддержали это. Это за то, что мы лечили раньше за 18-24 месяца, мы лечим за 6 месяцев. Были там 12 препаратов каждый день. Пачку препаратов принимал, либо 3 препарата в день принимаешь. Но при этом эффективность его выше, чем существующий режим. Побочных эффектов практика показала, что меньше, но на самом деле мы, когда регистрировали каждое нежелательное явление, по фиксации вышло их больше. Почему? Потому что в стандартные режимы такой учет не ведется. Сколько? Если мы у национальной программы также спросим, практически 70% пациентов имеют те или иные нежелательные явления. Тошнота, рвота, потому что невозможно принимать 12-18 месяцев препарат, пачку препаратов, и у тебя, чтобы не было печени, чтобы были почки, это все равно среагирует. АСТ, трансаминазы, все почечные, все это растет, тесты. Поэтому нам важно было, там был график, по которому мы брали общий анализ крови, АСТ, ЛТ, все трансаминазы смотрели, печеночные, почечные тесты смотрели, тестировали на наличие полинейропатии, смотрели, как влияет на неврит оптического нерва, определяли визуальные тесты, остроту зрения проверяли и цветное видение проверяли, потому что некоторые препараты влияют на цветное видение. Отдельные препараты влияют, могут вызвать нарушение цвета. То есть дальтонизм, да? Да, не прям дальтонизм, но те или иные цвета меняются. Поэтому и острота зрения. Там раньше старые препараты, такие как стрептомицин, каприамицин, которые сейчас уже не используются, они фактически снижали слух. И сейчас эти препараты вообще не используются. ВОЗ сказал, не используются. Поэтому мы говорим об активном мониторинге нежелательных явлений. Это было и когда, говоря об этом проекте, мы говорим о том, что мы оцифровали
карту, не желтую карту, она называется желтая карта, куда фиксируются нежелательные явления. И она с самого первичного уровня, это врач на первичке может любое нежелательное явление записать и отчитаться в департамент лекарственного обеспечения, что такое нежелательное явление на такой препарат было. ДЛО, он в свою очередь собирает эти нежелательные явления и делает анализ. И если в стране, допустим, в тех или иных регионах было нежелательное явление на тот или иной препарат. Вы помните, наверное, историю в Узбекистане, да, когда дети вот от сиропа, да, много от сиропа от кашля использовали, много детей погибло. И они успели вовремя, пока массово это не пошло, потому что в аптеках они изъяли все это, остановили, но тем не менее, сколько-то детей умерло до того. Но мы говорим, что чтобы не было нежелательных явлений, мы знаем, что те или иные нежелательные явления, вот бидеквилин, удлиняет интервал КУТ. Если пациенты с какими-то тяжелыми сердечными заболеваниями, аритмиями, то мы с осторожностью применяем ЭКГ, каждую неделю смотрим. Как только интервал КУТ 500 доходит, мы либо снижаем дозу, либо полностью убираем препарат, меняем схему лечения. Вот это очень важно. Почему? Потому что пациенты из-за этих нежелательных явлений, они начинают отрываться от лечения, неприверженность. Если у него беспокоит что-то, он начинает какие-то препараты убирать. А от этого эффективность лечения снижается. Очень важно, а эти препараты, они только в комплексе должны работать. Они синергизм этих препаратов. А действие одного препарата усиливает действие другого препарата. Один препарат убирается, эффективность общего режима снижается. Поэтому очень важно соблюдать режим, очень важно каждый препарат, полный комплект, то, что прописал доктор, принимать до конца лечения. И это, вот это мониторинг нежелательных явлений, он помогает это отслеживать это и фиксировать. На самом деле наш проект был предназначен, чтобы оцифровать, и во всей стране это запустили мы, и Министерство здравоохранения приняло на вооружение это, и уже бумажные формы уже отменились, желтые карты, уже фактически во всей стране. ВОЗ начинал это, предпосылки были они на ковидные вакцины, они делали подобную же работу и тоже начали усиливать регистрацию нежелательных явлений. Мы продолжили эту работу в отношении регистрации нежелательных явлений, в отношении противотуберкулезных препаратов. И сейчас это можно использовать уже для любых других препаратов. А вот человек может получить вакцину от туберкулеза? Вот, например, маленькие дети же получают ПЦЖ, да? Это же то же самое же от туберкулеза, да, или как? На самом деле это очень хороший вопрос, вы отметили, это тоже инновация, которая на глобальном уровне, и вот фонд Билла и Мелинды Гейтс, USAID, глобальный фонд, все на глобальном уровне объединяют усилия. И вы знаете, что буквально за 2 года во время ковида, это была глобальная пандемия, проблема, более 10 вакцин было за 2 года изобретено. Именно от туберкулеза, Нет, да? от ковида. От ковида, от да. ковида, вот от ковида там. Разные страны, да. Ковакс, да, Спутник, там, Синофарм, там много, более 10 вакцин, модификаций. Если мы говорим о туберкулезе, ну почему это? Потому что ковид быстро поражал и быстро погибал человек. Поэтому это вызвало такой резонанс. А от туберкулеза не меньше больных умирает в мире. Ежедневно тысячи больных умирает. Ну, почему? Потому что медленно он действует, медленно он, микобактерия туберкулеза очень медленно растет, и внимание к этому не такое пристальное, как к ковиду. А на самом деле распространенность туберкулеза очень высокая, и мы говорим, более 10 миллионов людей заболевают туберкулезом. И мы говорим, 1,3 миллиона умирают от туберкулеза ежегодно в мире. Поэтому мы должны сказать, что и сейчас обратили внимание, после этого обратили внимание на разработку вакцины. И сейчас на сегодняшний день идет уже, тестируется последнее поколение вакцин, которые за 50 лет впервые, вот кроме БЦЖ, не было в мире ни одной вакцины изобретено. Их несколько или? Нет, сейчас это только одна вакцина, да? БЦЖ, но сейчас это разрабатывается еще параллельно вакцина, которая будет сейчас внедряться, и ВОЗ будет рекомендовать тоже для его, сейчас тестируют, как только эффективность ее опробируют, где-то в 2024-2025 году мы ожидаем, как ВОЗ и на глобальном уровне, обычно на конференции Union, они анонсируют, что вот такая вакцина, пожалуйста, можете использовать или тестировать ее, или страны, которые хотят пилотировать этот проект. И я надеюсь, что Кыргызстан сможет, потому что принять это на себя, этот вызов
потому что в отношении бидоквилина мы одни из первых были, в отношении притамонида, деламонида в регионе. Конечно, это вызывает много вопросов, вызывает большой резонанс среди других организаций, среди врачей даже не верят до сих пор. До сих пор в БИПАЛ даже не верят. Говорят, как можно лечить препаратами за 6 месяцев 3, когда мы лечили 2 года 12. И сопоставимость. И говорят, у меня вопрос к вам. Вот, да, вот какие еще вот новые противотуберкулезные средства разрабатываются в мире? И какие вот у нас уже в Кыргызстане? Ну вот я хотел бы еще по вакцине добавить, что вакцина БЦЖ, которая больше 100 лет, она только защищает детей и подростков от тяжелых форм туберкулеза. Она не 100% не защищает. И поэтому мы ждем, мировое сообщество тоже бьет тревогу. Столько времени прошло, а вообще почему нужна нет ли вакцины? БЦЖ детям? Не, она нужна. Она нужна, особенно, там есть специальные категории, когда контактные люди, дети, когда рождаются, там, если контакт срезается, если там какие-то иммунные заболевания, то если ребенок заболеет, чтобы он не умер, самое главное, чтобы могли. Это вот основная цель этой вакцины БЦЖ. Но мы сейчас здесь ждем, оно есть, уже идут исследования, и скоро мы начнем, наверное, в нашей стране мы хотим опять быть инициаторами, как и в других направлениях, тоже попробовать начать одним из первых эту вакцину для того, чтобы уже защищать наше население. Мы надеемся, что это будет хорошая вакцина. Касаясь других инноваций, можно сказать, что одна из инноваций, которые мы стояли у истоков, мы начинали первое пилотирование, называется, а потом уже ковид нам показал, это поддержка пациентов, чтобы лечились под видеокаталогом лечения. Это значит, вот в развитых странах, там даже в Америке, раньше еще была возможность, когда телефон обычно у них имел камеру, они могли лечиться таким образом. А у нас была система такая, чтобы во всем мире, чтобы пациент каждый день приходил, получал препараты в медицинском учреждении. Смотрели, чтобы не было побочных эффектов, там, беседовал с врачами и так далее. Но вот этот новый подход, он позволяет не ходить каждый день. Можно получать препараты на неделю, на 2, сейчас разрешается. И потом каждый сеанс приема препаратов можно проводить из дома. Это очень хорошо для учащихся студентов, то есть молодых. онлайн, да? Онлайн, да. Онлайн, офлайн. Ну, два системы. Это онлайн, если когда медицинский работник, обычная медсестра, выходит в определенное время, там, например, в 11 часов включает сеанс и принимает препараты, там, спрашивает состояние. Или, например, вечером он от студента отучится, молодой человек отработает, там посильная работа на этапах, на поддерживающей фазе лечения, это разрешается даже легкая работа, и он может записать после ужина, потом подойти ко сну, и этот файл отсылается утром, медицинский работник проверяет, это очень удобно, это повышает приверженность, то есть желание пациента лечиться. Это удобно для пациентов и вовремя выявляется, может быть, побочные, как это называется, нежелательные явления. Это очень хорошие технологии, которые очень были востребованы во время ковид, когда уже ограничения были, большие ограничения внедрялись, карантин внедрялся, нельзя было ездить, доступ к медицинскому учреждению. Эта технология, она сейчас очень применена даже по всей стране, даже отдаленные районы, где есть интернет, это позволяет лечиться таким образом. Это одна из таких хороших технологий. То есть эффект есть, да? Очень хороший и поддерживается как медицинскими работниками, потому что у них немножко получается времени побольше заниматься своей работой, также и пациентам, кто принимает лечение. И это можно будет использовать дальше, сейчас мы планируем, да, для контактных лиц, кто будет принимать минимальные препараты, но это тоже позволит им более легче, облегченном варианте это принимать. Не надо каждый день ездить, деньги платить на маршрут, там в очереди стоять, там некоторым плохо. Хорошая методика, хорошая инновация. Вот эти все инновации, они позволяют повысить, мы такой термин постоянно говорим, это может медицинский термин, приверженность. Это значит желание пациента вылечиться. Не убегать от лечения, а вылечиться и забыть об этом. У нас осталось буквально вот пару минут. У меня к вам вопрос. Вот ваши будущие планы, вот какие у вас перспективы вот именно по противодействию туберкулезу? На самом деле это глобальный подход, который интеграция служб, чтобы был у пациентов универсальный доступ, независимо от места, где бы он ни находился. Так же, как это вот этот наш инструмент, Миньон, он универсальный тест. Так и называется Миньон, да? Миньон, да, он называется. Есть более большие версии, Грид, АН и Прометеон, более такие, на большее количество тестов. И мы хотим, чтобы было доступные сервисы, и на самом деле то, что Абдулла Саматович сказал, что сокращается количество больных туберкулезом, вы отметили, что в нашей стране по сравнению с другими мы хотим сказать, что не хотим хвастаться, но, конечно, он показатель чуть выше, но мы даем реальную картину.
Мы не занижаем показатели, потому что, ну, с одной стороны, мы стремимся, как, чтобы страна развивалась, чтобы вошла в топ там, развитых стран, но тем не менее мы даем реальную картину, поэтому наши показатели чуть выше, чем у наших соседей. И наша цель – это элиминировать туберкулез, и мы надеемся, что служба противотуберкулезная в будущем будет оказывать не только противотуберкулезную помощь, но и интегрированную помощь для других. Это также могут быть больные другими легочными заболеваниями, инфекционными заболеваниями, потому что туберкулезная служба, она нацелена с учетом инфекционного контроля, дистанцирования, меры инфекционной защиты. Это все предусмотрено, врачи обучены. И использовать их вот в таких случаях, когда вот пандемия, ковид, да, Национальный центр фтизиатрии полностью, практически все врачи участвовали, городской центр борьбы с туберкулезом в регионах, потому что эти врачи именно обучены работать с аэрозольной инфекцией. Они и в этом плане по готовности к новым пандемиям. Это Пульмонологи, да? Да, пульмонологи. И, кроме того, еще есть и грипп, там, допустим, да, это пульмонологи, это астма, да, бронхиальные, хронические обструктивные заболевания легких. Это тоже, в принципе, немногие врачи могут читать рентген-снимок, как фтизиатры. Фтизиатры одни из как бы, группы врачей, которые могут читать рентген-снимок. Вот пульмонологи есть и буквально в смысле смотрит насквозь все и да, все и он видит. видит на снимке, он видит инфильтрат. Потому что другие нозологии, которые врачи, они могут и не увидеть ничего. Поэтому наша будущая цель, чтобы, когда мы элиминируем туберкулез в 2027-2030 году, мы к этой цели идем, потому что на ассамблее ООН, где все первые лица всех государств были, наш президент был, наш Абдулла Саматович, наш министр здравоохранения были. Они взяли на себя обязательства, все страны, что мы сделаем все для того, чтобы искоренить туберкулез в наших странах. Мы говорим, что новые методы диагностики, новые методы лечения доступны. Все это интеграция сервисов, служб, обследование больных, всех с подозрением на туберкулез. И все условия, увеличение финансирования со стороны государства идет на борьбу с туберкулезом. Поэтому и увеличение финансирования на первичную службу идет за счет сокращения бюджета коек. Вот мы говорим же, противотуберкулезная служба, эти деньги перенаправляются, вот Абдулла Саматович говорил, на первичную службу. Они чтобы лучше выявляли, лучше вели этих пациентов. Будущее за интеграцией служб, чтобы все эти службы в одном месте, в любом месте, куда бы ни обратился пациент, он комплекс услуг мог получить в любом месте. Спасибо вам большое за подробную информацию про туберкулез. Вот, уважаемые зрители, мы сегодня беседовали с нашими гостями. Страновой представитель КНТВ KSG Бакат Мурзалиев и директор той же организации Муратбек Ахматов. Большое вам спасибо, что пришли и поделились информацией. На этом наша программа подходит к концу. Оставайтесь на нашем канале.